Всем привет! Очки потеют. Снова в тайге. Сегодня на мотособака Альбатрос. Много комментариев, конечно, тоже. Что этот Альбатрос никудышная техника. Возит, ребят. От точки А до точки Б я доехал легко. Но начало сегодня было не очень. У меня вот эти две корыта пластиковые были на улице, не в гараже, а на улице. И сейчас погода была дождливая, такой моросящий дождь был. И вот эти сани, днище, все примерзло, вот этот ледяной дождь. И когда выехал из гаража, начал ехать, и у меня вообще не тянет. Альбатрос не может меня тащить. Потом я, в общем, перевернул все. Весь лед я отодрал топором. И сейчас нормально едет. Просто огонь. Быстрее некуда, 20 км в час. Помните, сейчас я ездил до этого на Буране. Дальний поход, там по целине ездил. Вот мои следы. И снега вот сегодня ночью выпало где-то сантиметров 5, наверное. Еще от силы 10 сантиметров. И где-то до 20 сантиметров эта мотособака еще будет по буранице ехать хорошо. А скажем, если поглубже снег будет, ему будет тяжело, во-первых, и расход топлива тоже прибавится, лучше уже на буране тогда кататься. А по такой накатанной дороге прям идеально, вот ты едешь, наслаждаешься, дышишь свежим воздухом, смотришь на природу, не спеша так 20 км в час едешь. Вот, ну что, сегодня очередной выход в тайгу за чагой. Отъехал от села недалеко. Слева у меня там уже все проверено, как бы я свой маршрут знаю. В ту сторону не будем стараться идти. Зайдем вот сюда, проверим этот угол. Первый раз тоже здесь, не знаю, что даст нам тайга, есть ли вообще чага тут. Взял с собой сегодня такие самодельные лыжи, не широкие. Хотя сейчас с каждым днем все хуже и хуже снег будет держать. Ладно, проверим, на этих лыжах пойдем. Вот, сейчас я переоденусь, весь такой уже в снегу я, переоденусь и в путь. Приятного вам просмотра. Посмотрим, сколько сегодня мы наберем чаги. Вот, ребят, смотрите, вот эта корка льда и тормозит капитально, тяжело тащит эта собака. Да и буран, если у вас корыто также обледенеет, тоже плохо будет скользить. 2 раза тяжелее вашей техника будет тащить сани. Да еще сани, если не пластиковые, а сделаны из металла, вообще он вообще тормозит капитально. У меня первые сани на буране были самодельные, с 2-миллиметровых листа, очень тяжелые сани, очень-очень тяжелые. 2 метра длиной и ширина 80 сантиметров. Бля, еле-еле я мог переворачивать. Вот. А потом уже потихоньку, помаленьку начали переходить уже на пластик. Конечно, они 100 раз, наверное, 200 раз легче металла и скользит лучше. Лучше сразу, если что, покупайте не самодельные, а покупайте уже из ПНД самодельные или из пластика. Но не из металла. Из металла только, я не знаю, он все, прошлый век. Лучше пластик, ПНД. Вот мои следы. Ну, примерно 10 сантиметров, наверное, проваливаюсь, иду. Начало не очень. Попал в сосновый лес. Тут сосновый лес. Вот. Толком не знаю, куда, в каком направлении идти. Может, правее. Потому что тут сыро, и я осенью ни разу сюда не заходил. Тут непроходимо. Это сейчас по снегу на лыжах хорошо ходить. Везде. Где захочешь, там пройдешь. А осенью уже очень тяжело. Мне надо ельник. Вон в той стороне как будто елок больше. Все так лучше туда пойду. Включил геотрек. Посмотрим, сколько километров.
Хотя бы километра 4, если сегодня пройду, достаточно. Вон там тоже какая-то хрень пойми, ребят, честно. Небольшая горка. И везде сосны. Тут ельника, видать, нету. Хреново. Вот мой трик. Прошел 700 метров. Нашел вот такую с кулачок чагу. Ребят, вообще тяжелый поход начала. Тут вообще сосны. Ельника вообще нету. И думал я все время право. Так, а трек показывает, что я круг налево уже начал идти. Вот это да, вообще чаги тут нету, берез нету. Сосновый лес такой вот. Вон. И березняк такой невысокий, потому что здесь совсем сыро. Начало не очень. Ладно, сейчас вот этот с кулачок возьму и дальше в путь. Все равно правее буду стараться брать, потому что здесь чуть-чуть как будто березы вон там повыше стали и немножко гуще лес становится. Вот так вот. Вот такое начало. Как всегда, не очень. Иду вон оттуда. Там, короче, сосновый лес. Я этот лес перешел. И наконец-то, ребят, я дошел до делянки, где сорный лес, береза с елкой. Здесь тщательно буду ходить зигзагами. Может, где-то и будет. А в той стороне вообще ничего не было. Вроде попадал лес такой хороший тоже. С высокими елками и березами, но чаги не было. Ну и направляюсь в то направление, когда я на первый раз выходил на Буране. Где-то, может, я и лыжню эту еще увижу свою, старую. Может и нет, не знаю. Но направляюсь именно в ту сторону, где первый поход был. Ладно, посмотрим, что тут у нас интересное. Бывает так, попадаешь, думаешь, такая надежда, столько леса, столько берез. И фиг, буквально там пройдешь 100 метров, этот лес заканчивается или вообще он пустой. Представляете? А следов, ну, только одна лиса ходит. Да, точно, чуть не забыл сказать. Вот видите, сколько берез я прохожу. 0 эмоций. Запарился, ребят, запарился, честное слово. Вылез оттуда. И не просто так я вылез, ребят. Наконец-то долгожданчик. Вы не представляете, сколько уже я прошел. Дошел, наверное, до озера уже, где я совсем не должен быть сегодня. Вот это да, вот это поход, так поход получается. Трудовой. Вон там уже озеро. И здесь такая чага огроменная. Целый день так идешь и в одном месте находишь. Вот такой вот. Такой плоский, оказывается. Я думал, огромный, такой круглый. А он плоский. Вон. Ну, хоть этот. И то ладно. С таким наслаждением я буду это все отбивать от дерева. Потому что много уже шел и просто уже бывает надежду теряешь, и он какой хороший коричневый. Каждый кусок на весь золото. Он такой хороший. Так, надо как-то отбить его хорошо, что ли. По всей. Потом отломаю. Ух ты, забыл поднять капюшон. Ай-яй. Ни хрена. Так жестко сидит.
Смотри-ка сколько. Пошла. Родимая. Опа. Вот это да. Хороший кусок. Ради этого стоило сюда прийти. Тут что? Хрен пойми. Ладно, оставляю этот. Не буду уже отбивать. Этот хороший. Он коричневый даже. Он прям весь коричневый. Трухи тут совсем мало. Не знаю, как сердцевина, но на вид хороший. Вот моя лыжня. Короче, вон там береза. Вон, отбил откуда я этот чагу. А здесь уже с прошлого раза лыжня. Ну, по лыжне можно, в принципе, возвращаться, легче идти. Вот. Вот тут я прошел куда-то в ту сторону. Где-то оттуда кружок. А озеро в той стороне еще, оказывается. Но не так далеко, в принципе. Не знаю, вот куда дальше идти. Где лучше пройти. Возвращаться-то 100% я здесь буду. Потому что смысла не вижу туда в сосновый лес заходить. Так. Ну что, глоток, чашечку кофе. Ну что, ребят, попьем кофе с молоком. Горячий или нет? Буду уж чашку. Ну что сказать. Уже время у нас. Давайте посмотрим по навигатору, сколько по времени я иду. 1:16 по времени. 2 километра 70 метров прошел. В общем, на 2 километра одна чага. Нормальная чага. Хорошая. 2 километра одна чага. Представляете? Это считай, я от снегохода, ну я имею в виду снегоход, это мотособака. От мотособаки я 2 километра прошел. Обратно также, если полный рюкзак будет, 2 километра тащиться. Или же, я не знаю куда. Сейчас подумаю, в какую сторону лучше мне сейчас направляться. Еще подальше или же уже возвращаться. Блин, кофе с молоком так вкусно. Сладкий. Как бы там ни было, что найдем. Нет, так нет. Так. Идем дальше. Не, это сегодня очень сложно будет даже один рюкзак найти. Чаги. Очень сложно. Так. Ну все. Идем дальше.
Все сырое. Потом замерзает. Такие дела. Небольшая находка такая вот. Не знаю, грамм 300, наверное, может. Снова будем искать. Здесь хорошее место. Нашел ельник хороший с березой. И там уже озеро недалеко. Подошел до озера. Все замерзает, блин. Тут ужасный участок, ветровалы, прям ветром навалило здесь, столько деревьев упало с корнями и, в основном с корнями лежат. Ну что, ребят, идем потихоньку, идем. Здесь такой вот местами даже сосны появлялись, деревья, в основном ельник. Блин. Я говорю вам, делянка вообще отличная. Хоть не нахожу, скажем, я чагу, но все равно как-то я иду и надеюсь на это. А когда ты на незнакомое место попадаешь, и делянка там сосны, и вообще нет берез, ну там вообще настроение падает. Тут тоже вот смотрю все. А тут время от времени, рано или поздно, хоть одну найдем еще. Еще чуть-чуть в ту сторону схожу, потом вон туда поверну направо. И в сторону своей лыжни уже буду идти. Потому что каждым метром все отдаляюсь. От мотособаки я рюкзак. Но он уже не пустой. Вон там молодые березы. Да, еще вот где-то с полкилометра максимум здесь пройду, даже может меньше, и будем возвращаться. Сейчас, ребят, не поленюсь, покажу одну интересную картину вот природы. Обязательно посмотрите. Сейчас недалеко. Тут, да, снег тяжелый уже становится. С каждым днем все тяжелее и тяжелее ходить. Снег прибавляется и очень тяжело становится. Вот она, ребят, береза диаметром, ну, от силы 18 сантиметров, даже 15, наверное. И вот так образование такое, кап. Вон еще второй. Была бы такая чага, я бы, наверное, унести не смог, конечно же. Не смог бы. Вот. Вот природа что творит. От почему-то от чего-то, от береза, скажем, вот некоторые ровно растут и свой век так стоят ровно, гладко, без сучьев и до глубокой старости. А некоторые вот с таким образованием, всяко разными, с чагами, с капами или еще какие-то, хрен пойми, какими-то грибами. Они, наверное, также страдают. Они, наверное, также страдают, как и люди. Вот, смотрите. В круговую. В круговую. Вот это да.
За что эту березу наказали так? Вот так подумаешь, из чего? Вот из этого тоже. Если ты столяр, хороший плотник, то можно сделать какую-нибудь вещицу, такую вот, отлакировать и продать за хорошую цену. Природа дает людям как бы все для заработка, для выживания, для всего, для употребления там в хозяйстве или же в питании. Даже в питании, скажем, вот эта чага к чаю, чай, заварка чай, вот это очень вкусно. А осенью это уже просто 100% природа дает много интересных ягод, грибов. И там мне, я смотрю, делать нечего. Там такая паутина и низкорослые березы. Нет, ребят, я буду возвращаться, все. Буду возвращаться. Буду надеяться, что еще там найду. Конечно, и там участок еще будет хороший. Так что, да, бля, тяжковато. Скажем, если я пройду километров 15 по такому снегу, вечером все будет гудеть нога там. Напряжение. Скажу вам, не шути. Ну, каждый день снег валит, и вот сейчас мелкий снежок идет. Каждый день по 5 сантиметров, 15 сантиметров снега навалит, и все, уже ты будешь буксовать, идти на лыжах. Да, ребят, я такой. Начну болтать, не могу успокоиться. Все, идем дальше. Есть долгожданчик. Вот он, ребят. Сколько надо ходить, блин, чтобы найти. Но чага хорошая, добротная. Пишут, что эту черноту не надо убирать, но я не знаю, это как сажа, действительно, блин. Надо темный слой. Вот. Темный слой коричневый такой. А этот, я не знаю. Люди разные, все по-разному там заготавливают, употребляют. Но я лично беру только вот коричневый. Вот эту светлую часть все буду тщательно еще убирать. Вот так. Ну, нормально. Нашел такой день.
Береза такая рогатина и чага 3-килограммовая там. Ну, метров 3,5, наверное, высота. Высоко не достать мне. А внизу ничего нету. Вот там одно дерево нашел, там отбил и все. 3 маленьких куска. Здесь здоровый, но высоко. Такая микрочага. До этого я еще нашел 2 куска таких. Вот они маленькие, но самые хорошие, коричневые. Есть огромные, большие, но они, наверное, 80% трухи там. А здесь я вот это вычищу, и он полностью хороший, коричневый. Так что лучше таких побольше. Но, к сожалению, здесь совсем мало. Практически нет. Прошел уже 3 километра 750 метров. Вот такой трек, кому интересно. У меня вот тут мотособака в углу. Могу я сейчас сюда на дорогу выйти, там уже моя бураница будет. Или же параллельно вот, ну, наверное, вот, как сказать, на основную трассу буду выходить. Не так далеко уже осталось, в принципе. Где-то до 5 километров сегодня такой кружок будет. Нормально так. Все отлично. 5 километров. Ну и рюкзак, пол рюкзака еще нету. Так что вот тут еще поброжу. Здесь уже старые следы у меня будут. Старая лыжня, зигзагами тут ходил. Позапрошлый поход тут был. Ладно, еще побродим. Такие малыши, если буду находить, и то отлично. Зато хорошие. Мало, но сегодня чага вообще хорошая у меня. Ух ты. Такая борозда остается. Не шути, ребят. Все, наверное, сейчас скоро я приостановлю это сбор чаги, так как ходить на большие расстояния вообще тяжело. Или куда-то надо поехать, где много-много березы, чтобы поменьше площадь там ходить. Ручей открыт полностью, течет вода. Вот. Там уже ягель, сосновый бор, а я по левому берегу пойду вот тут. Туда уже переходить не стану, хотя там бураница у меня где-то, наверное, проходит. Здесь пройду до основной дороги. Там выйдем, и уже придется мне по буранице идти где-то с километра до мотособаки. Вот такой маршрут еще остается. Весь потел, немножко устал. Чаги вообще нету. Вот последний раз я включался, там я один маленький еще, ну, поснимал, как я отбивал чагу. Тут вообще нету. Ну и здесь лес такой уже, так себе. Низкорослые березы. Ладно, уже буду я знать, сюда я больше не приеду. Вот именно на это место. Я обошел полностью все. 2 раза уже, считай, я здесь прохожу. Будем покорять новые места, новые березняки искать, более хорошие участки. И подальше, наверное, надо ехать. Здесь что-то я расстроился, вообще чаги нету. Так что не отписывайтесь, смотрите дальше. Дальше интереснее. Новые места будем изучать, собирать на новых местах чагу. Долго стоять не стану, быстро остываю я, весь потел. Пойду вон туда сейчас. Такая гуща леса, вот смотрите. Не очень приятно ходить, конечно, по нашей тайге. Это настоящая тайга, ребят. Это вам не пустыня, где не кустарник, это настоящий джунгли, тайга. Очень тяжело ходить, очень. Иду вон туда. Я уже не понимаю, где ручей. Вроде этот. Или уже несколько раз я переходил. Там сосновый лес, и моя лыжня тоже там. И вот налево посмотрел, там
Что-то похоже на чагу, ребят. Ой, в стороне, конечно, но надо посмотреть. Есть еще одна надежда, что там есть он, этот, что мы ищем. Издалека хорошо черное пятно так увидел. Да, ребят, тяжковато ходить уже. И тут моя лыжня, смотри. Почему я это не заметил? Вот, видите? Но в ту сторону я шел за этой елкой. Вот если так вот смотреть, вот ты идешь и смотришь, куда бы идти. И направо я не посмотрел. Отлично. Вот она. Да. Живое дерево и небольшая чага. Я вообще не думал, что я найду небольшой. Вот как-то я заметил оттуда. Вот это черное пятно. Со стороны издалека казалось, что вот такой. Что-то обманулся. О, бля. Хороший такой. Да, хороший. Вообще коричневый. Этот светлое уберу. Дома лучше уберу, потому что здесь вообще чага хорошая. Да. Буду чистить дома. Отлично. Погнали, идем дальше. Еще один заметил. Одно дерево вон. Я уже недалеко от дороги. Самое то. Сейчас находить. Сейчас хоть 100 килограмм найти. Недалеко тащить. Вот он. Тоже маленький. Хотя тут я кругом ходил уже. Везде уже набродил и один хрен. Как бы остается. Вот там тоже моя лыжня. Прикинь, вот тогда я... Ой, оказывается, я возле дороги уже бродил. Потом в сторону пошел. Ну, у меня буран в другой стороне был. Так, больше я не вижу. Так, сразу рассматриваю. Вот тут, видите, как я здесь проходил, а здесь в стороне остался. Ладно, сейчас выбываем. Тоже живое дерево тут. Крупный. Так себе. Большой. Ой, плохой он. Маленький, а труха. Хороший. Не с руки. Опа. Вот этот более-менее кусок. Вот так вот. Вот так, два куска. Крупных. Этот-то хороший. Этот коричневый хороший. Прям остатки там хорошие еще остались. Ну вот. Все, выхожу. Отсюда, ребят, рябчик взлетел. За неделю ходьбы, наверное, или сколько там. Ну, в течение недели там 3 раза, наверное, выходил в тайгу. Первую птицу хоть и увидел. Вот это да. Все, наконец-то я вышел. Здесь рюкзаки все оставлю. И уже пойду пешком. Без ничего. Тут следы мои должны быть. Вон они. Вот куда я вышел. Вот так вот. Да. Путаница, конечно, тут капец. Если бы не навигатор, запутаешься. Не понимаешь, куда идти. Без солнца, без компаса. Ну, просто офигеть. Вот здесь оставлю.
А нам надо идти вон сюда. Здесь такой мостик хороший был. Просто наглые на машине разбили. Вот тут большая лужа. И они объезжали по мостику. Тут человек делал мостик, наверное, 3 пролета из хороших досок для мотоцикла, для пешеходов. Блять, просто в хлам разбили. Неуважения никакого. Уважение-то есть. Вот так. Ладно. Вот так это все выглядит. Все, хватит. Сегодня достаточно. Что-то очень, ребят, трудно далось эта тяга сегодня мне. Прошел сейчас возле мотособаки, озвучи, сколько километров прошел. Ну, грубо говоря, наверное, 4,5, я так думаю. Но все равно, очень мало я нашел. Я рассчитывал, что здесь найду хотя бы один рюкзак полный. Но не получилось. И место тут совсем нехорошее. До реки далеко, во-первых, далековато. И здесь болотистые места, низкорослые березы, елки, сосны в основном. Вот я дошел до озера, и там хоть что-то я набрал. А здесь просто в холостую, блин, сколько. Или дерево? А, дерево. Я думал, рябчик снова. Но своим глазам одного видел. Не из лунки выскочил, а на дереве сидел. А тут просто от ветра дерево такой звук издает. Вот. И кроме этого рябчика вообще нету никого. Совсем никого. Поверьте моему слову, я не обманываю. Фу, смотрите, какая природа. Сейчас вот этот свежий снег выпал. И так классно. Вот так идешь, наслаждаешься. Здесь на лыжах хорошо идти. Скользит хорошо. Моя бураница. Да, в следующий раз. Но если больше не выпадет снег, следующий поход по этой буранице еще на мотособаке будет. А если много снега выпадет, то снова поеду на буране подальше. Подальше на целый день, как и прошлый раз. Вот. И надо потеплее день, чтобы был. Вот сегодня ветрено, прохладно. И вообще у меня футболка сырая. Надо что-то придумать насчет термобелья, как в прошлом видео я уже говорил. И начинаешь там сидеть, там чай пить. Сейчас переодеваться мне надо еще. Холодную одежду одеть, шапку переодеть. Думал, сегодня вот я сюда приеду, я не спотею ничего. Но, блин, пока ехал, шапка весь вся сырая. Рулить все равно приходится там. Тяжковато иногда бывает, там скидывает. Напряжение есть и потеешь. Как ни крути, 3 шапки нужно. 3 шапки. Одна шапка, чтобы совсем сухая была. Или под эту большую шапку маленькую такую вот спортивочку на голую голову одел, потом уже зимнюю шапку. Ну, так тоже вариант. Балаклаву вот эту. Вот. Ну, идем дальше к мотособаке.
Все, рюкзак забрал. Сейчас уже без остановки я поеду домой, ребят. Всем большое спасибо за ваши просмотры, за поддержку, за все хорошее. И ждите новые фильмы с походом за чагами. И в ближайшее время, возможно, даже будет рыбалка. Потому что снег перестает держать. И если снег не будет держать, тяжело будет ходить на лыжах. Я уже начну ездить на первую избу или же рыбачить. Все, пока. Давайте.